Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на уроки по казахскому языку. И тема сегодняшнего урока – личные окончания. Жиктык Жалхау. Для начала в сегодняшнем уроке рассмотрим личные окончания единственного числа. В казахском языке, в отличие от русского, существительные, числительные, местоимения и прилагательные принимают личные окончания, которые прибавляются в соответствии с законом сингармонизма. Слова с личными окончаниями в предложении являются сказуемыми. Теперь подробнее рассмотрим личные окончания, которые прибавляются к каждому лицу. Мен, я. Смотря на какую букву заканчивается слово, прибавляется и соответствующее личное окончание. Мын, мын. После конечных гласных и сонорных. Если слово заканчивается на сонорные буквы или гласные, то прибавляется окончание мын или мын. Следующее окончание бын, бын. Они прибавляются после звонких согласных, то есть если слово заканчивается на звонкую согласную. И следующее окончание это пын и пын. Они прибавляются после глухих согласных, а также букв Б, В, Г и Д. Следующее сен – это ты. Здесь уже прибавляются другие окончания. Такие окончания, как сын и сын, сыс, вы. Здесь прибавляется сыс и мягкое окончание сыс, в зависимости от того, какое слово, твердое или мягкое. И следующее ол, это он или она, здесь личные окончания не прибавляются, их попросту здесь нет. Теперь давайте поподробнее рассмотрим эти окончания на конкретных примерах. Слово «дарыгер». Слово мягкое заканчивается на сонорную букву, значит нужно прибавить окончание «мэн». Прибавляется мягкое окончание, так как слово мягкое, по закону сингармонизма. Следующее слово «окуши» – ученик. Также прибавляется окончание «мэн», но уже твердое, так как слово твердое и заканчивается на гласную букву твердую «ы». Следующее слово «жулдыс» – звезда. Оканчивается на звонкую согласную, значит нужно прибавить окончание «бын». Слово твердое, значит и окончание прибавляем твердое. Следующее слово «дос» – друг. Оканчивается слово на глухую «с», значит прибавляем и глухое окончание. Слово твердое звучит твердо, значит по закону сингармонизма прибавляем твердое окончание. Дос, пын. Следующее окончание сен. Дарыгер, сын. Здесь уже не важно, на какую букву оканчивается слово. Всего у нас два варианта. Либо твердое сын, либо мягкое сын. Дарыгер, сын. Слово мягкое, значит и окончание тоже мягкое. Следующее слово окуши. Слово твердое, значит прибавляем твердое окончание. И также в других примерах. Жулдыс сын, дос сын. Следующий пример. Окончание сыс. Тоже два варианта у нас. Либо твердое сыс, либо мягкое сыс. В зависимости от того, какое слово. Твердое или мягкое. Дарыгер сыс, окуши сыс, жулдыс сыс, дос сыс. И следующее лицо это ол, он или она. Здесь нету личных окончаний. Просто слово остается без изменения. Ол дарыгер, ол окуши, ол жулдыс, ол дос. Те же самые правила действуют и для прилагательных. Слово адеме – красивый. Мен адемемен. Я красивый. Сен адемесен. Ты красивый. Сыс адемесес. Вы красивый. И ол адеме. Он или она красивый. Те же правила также действуют и для числительных. Мен береншемен. Сен береншисен. Сыс береншисес. Ол беренше. Также существует и отрицательная форма. В отрицательной форме прибавляется отрицательное слово «емес». И уже к этому слову «емес» мы прибавляем личные окончания. Мен дарыгер емеспен. Так как слово «емес» оканчивается на глухую «с», значит прибавляем глухое окончание «пен». Или мен адеме емеспен. Следующее лицо. Сен дарыгер емессен. Тут уже либо твердое «сын», либо мягкое «сын». Но так как слово мягкое, мы прибавляем и мягкое окончание «сын». Адеме емессен. Следующее лицо «сыс». Сыс дарыгер емессес. Адеме емессес. Так как слово мягкое, мы прибавляем и мягкое окончание. И следующее лицо остается без изменений. Здесь нету личных окончаний, остается без изменений. Просто говорим «ол дарыгер емес» или «ол адеме емес». Личных окончаний здесь нет. Теперь как же запомнить все эти личные окончания и не путаться при их постановке? Сами лица являются и ключом для запоминания. Допустим, лицо «мен» – это я. Здесь всего лишь навсего меняется, подставляется буква «ы» вместо «е», то есть «мэн», то есть само лицо «мен» и является ключом запоминания. Но так как здесь нужно еще смотреть, на какую букву оканчивается слово,
Это немножко будет вначале сложно, но согласно закону сингармонизма здесь можно думать логически, и думаю, вопросов не должно возникнуть. Достаточно повторить несколько раз все эти правила, и они отложатся у вас в голове. Следующее лицо сенты. Здесь также всего лишь меняется одна буква. Вместо «е» подставляется или мягкое То есть само лицо является ключом для запоминания. Также следующее лицо это «сыс-вы». Думаю, не составит труда это выучить. Здесь прибавляются окончания созвучные с лицом «сыс» твердое или «сыс» мягкое, в зависимости от того, какое слово. И самое легкое это, думаю, третье лицо «он» или «она», «all». Здесь вообще нет окончаний. Сегодня мы рассмотрели личные окончания единственного числа. В следующем уроке мы также рассмотрим личные окончания множественного числа. Надеюсь, этот урок был вам полезным. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и увидимся в следующем уроке.